Как сделать электрику в деревянном доме? Ведь нюансов очень много, и нам поможет Дмитрий, специалист по электрике. Дмитрий, у нас много вопросов. Вот с чего надо начинать? Устанавливают изначально столб. Там идет щиток. Что должно быть в щитке? Как правильно это сделать? Потом идет подводка в дом. Правильно, да? Там опять щиток. Там опять что должно быть? Какие автоматы? Потом я смотрю на фасаде много проводов. Это, скорее всего, видеонаблюдение. Это антенна. Это что еще идет? Какие-то светильники, какие-то вот эти новогодние светильнички, гирлянда, да? То есть внутри очень много электроприборов. Потом идут откатные ворота, там, я не знаю, на септик что-то, да? На скважину, домофон. Как все учесть? Это очень важно. Вот на старте понятие, как все учесть. Потому что я в дальнейшем отделку ломать уже не буду. И мне надо все учесть. Расскажите, как сделать правильно, грамотно электрику и все учесть. Всем здравствуйте. Александр задал правильные вопросы. В общем, смотрите, тут уже есть как минимум 3 ошибки. Это уже 3 ошибки, да. Начнем даже с вводного щита. То есть на вводном щите у нас должен быть он уличного исполнения. Здесь его поставили, который должен стояться внутри дома, да. То есть атмосферные осадки, попадая на него, они попадают внутрь. Мы можем наблюдать, что там вот, пакетом вот все замотано. Сейчас посмотрим. Вот. Автоматика там не учтена с тем учетом, что здесь будут откатные ворота. Щиток можно было сделать побольше. Да. Чтобы, побольше автоматов поставить, освещение какое-то, да, на подъезд, допустим. Сами вот эти ворота, да. Закопали септик, кабель не довели до щита, пришлось его наращивать. Третий минус, это скважина, тоже не учли этот момент. Они должны были этот провод тоже, закопать и довести до щита. Это, пришлось мне вот все делать. Я понял. Да, вот такие вот моменты. Здесь, получается, было 2 этапа. Это было у нас осенью, нас пригласили, мы завели вот в дом, собрали щит, установили, и отделочники, которые должны были прийти, они спокойно включили себе свет, розеточки уже были, и они спокойно укладывали пол и утепляли потолок. Это речь о нас. Мы работали здесь зимой, спокойно работали. Прекрасно. Да, смотрите, вот, то есть он у нас не уличное исполнение, он уже покрылся весь коррозией. Ну это видно, да. Да. То есть влага туда попадает. На уличных щитках ставится резинка. Давай уж посмотрим так детально. Но ржавый я вижу. Да, автоматика плохого качества. Вот. Щиток бы я поставил побольше. Вот. Для чего это? Для того, чтобы откатные ворота, освещение, подъезд. То есть, мало ли что тут еще можно добавить, должен быть все равно побольше. Да. Вот сейчас на фотографии я покажу то, как вы делаете. Да. Есть же фотография? Есть. Вставляем. Заранее заказчику можно когда закапывают септик или делают скважину, он заказывает трактор. Да. Заранее заказчик заказал трактор, он прокопал траншеи, и мы спокойно сюда пришли, уложили в одной кабель, и довели его, получается, до дома, и установили щит. Вот. По дому, по наружке у нас были такие задумки, чтобы освещалась данная территория. Мы на углы вывели 2 прожектора. Да, потом нужно было, чтобы у нас все было видно вокруг дома. Соответственно, 4 камеры по кругу. Телевидение спутниковое тоже вывели. Дмитрий, вопрос телевидения. Как вы определяете, в какую сторону надо выводить кабель? Мы узнаем МТС, который вот спутниковый, звоним к менеджеру, и он нам примерно скидывает направление, куда нужно направлять тарелку, и, соответственно, мы определяем сторону, куда нужно выводить кабеля. Все, ладно. Да. Интересно просто. Также у нас выведено, вот видно наверху, это у нас под будущие гирлянды вокруг дома. Вижу. Да. Красиво. Круто. Вот, потом... Круто, что учли. Потому что я проводил в конце. Да, два раза встречались с заказчиком, еще раз это все пережевывали. В итоге вот как-то вот получилось. То есть у нас здесь будет 2 светильника, и розеточка уличная. Блин, вот про светильники круто. А розетка зачем? А розетка, мало ли что тут нужно будет. Помыть машину. Триммер, да, это тоже надо чтобы все, было. Плюсик. Не заходим еще. Тут еще второй ход есть. Над вторым входом, соответственно, тоже у нас есть светильник и розеточка. Блин. Контур заземления тоже здесь мы заколотили. Расскажи про заземление. Потому что это мало кто учитывает. Зачем?
Зачем? Заземление нужно для чего? Чтобы отводить блуждающие токи, да, и есть такой еще момент, это у нас лето, грозы, молнии. Ага. Я потом еще дальше покажу, что в щите установлено. Ага. Оно отводит, получается, вот эти вот лишнюю энергию, оно уводит в землю. Ага, все понял. Чтобы вас током не било от стиральной машины, когда пробой идет, еще от чего-то. Да, То есть да, есть такое. автоматика видит это, она связана с землей и сразу же как бы отрабатывает. Ну, в этом плане все хорошо. Пойдем в дом. Самому интересно. Дом очень большой. Кстати, я сюда приходил, была такая, как сказать, май у нас плохой в этом году. Ага. Вот. И пришлось нагревать дом. 1,5 часа, 2 конвектора, жара. Очень хорошо утеплили. Ага. Спасибо. Секунду рекламы. Дом строили мы, компания «Центр домостроения», и утепляли, делали настил фанеры, тоже мы. Как правило, у нас всегда на входе мы ставим в деревянных домах мастер-клавишу. Это круто. Это для чего? Объясни, я-то понимаю. Это для чего? То есть, смотрите, мы пришли в дом, Ага. дали питание, у нас везде загорелся свет, если он включен, да, Так. и работают все розетки. Она, кстати, выключает только то, что нам не нужно. То, что нужно, неотключаемая линия, она как бы, работает. То есть мастер-клавиша вырубает все, кроме необходимых электроприборов. Необходимые электроприборы — это холодильник, видеонаблюдение, Скважина, скважина, то есть септик, электрокотел, то газ. есть, да, то, что работать должно всегда. Всегда, все А правильно. вот если там утюг, вообще розеточная группа, Кто-то да? в розетке оставил, то есть там тоже телефон или утюг, оно все выключает. И человек не думает, просто идет спокойно, работает и не парится в этом плане. Не думает, что надо бежать домой, Да, проверять. проверять этот свет на безопасность. Это правильно. Вот я, когда выхожу из дома, не знаю, я раза два, маниакальность у меня такая, я обхожу всю квартиру, я проверяю все розетки. У меня нет мастер-клавиши. Я хожу, все проверяю. Поэтому вот эта функция, она нужна. Правильно, что ее установили. Шикарно. Почему именно такая гофра, мне непонятно. Серая, разная же есть, черная. И что за кабель такой мощный? Почему именно такой? Тут на свет у нас ВВГ НГ-ЛС, кабель не горючий. Ага. Да, соответственно, мы его защищаем еще сверху гофрой. Какое сечение? Сечение гофры или кабеля? Кабель. 3 на 1,5. 3 на 1,5. То есть у нас 3 на 1,5 идет на свет, и 3 на 2,5 у нас идет на розетки. Ага. На электрокотел в соответствии с того, сколько мощности он просит, да, там у меня табличка своя есть. Так, на плиту варочную у нас идет 3 на 6. Ага. Вот. И пока как-то так. Почему серая гофра? Что это такое? Почему именно такая? Почему серая гофра? То есть дом у нас усадку имеет Да. свойство, то есть он гуляет все равно, это же живое дерево. Да. Вот. Оно как бы, Ага. Горючий, не горючий? Он не горючий, то есть если даже что-то случится, он имеет свойство сжиматься Круто. и тушить. Круто. Нет, Все, доволен. Ага. Вот. Дальше у нас получается, мы подписываем с двух сторон, если даже не я буду это делать, да, то есть человек, придя домой, когда уже, то есть сделают отделку, да, люди видят, что у нас тут. Выключатель прихожая с Да. двух сторон. Ага. И то же Да, самое. и то же самое. Вот на каждом кабеле с двух сторон все подписано. Ага. Так, в общем, входим, да, включили свет. Здесь у нас будет выключатель прихожая. Вот этот вот. Тут будут еще перегородки, их пока еще нет. Потом, получается, у нас здесь же находится двухклавишный выключатель. Это улица, то есть две барашки будут здесь будут находиться. И прожекторы, то, что я показывал на улицу в углу. Да, и здесь же будет находиться выключатель гирлянды. Возле входа, чтобы Возле я входа, да, далеко не да, бегал. бы. конечно. Блин, круто. Вот, розеточка внизу. Ага. Дальше это у нас ванна, выключатель, стиральная, сушильная машина, две отдельные линии. Стиральный сушильный. Да, Ага. потом розеточка у нас здесь еще будет в коридоре. Ага. Полотенцесушильник, Да, все продумали. да, и розеточка, там раковина будет. Ага. Посмотрите, какая эстетика, да? Как кабеля провели. Вы тут философией занимаетесь, по-моему, Дмитрий, нет? Нет, человек должен приходить и радоваться, как это сделано. Блин,
Блин, посмотрите. Сейчас я И, обращу на это кстати, внимание. если Смотрите, как- еще сравнивать с электриками, да, они вот, бывает, гофра рвется, они изолентой там заматывают, тут криво, косо, как бы, а закроется же, какая разница? по сути, Логично, да? да. Вот, потом у нас везде идут металлические гильзы. Опа, покажи. Куда Ну, обратить? можно вот здесь вот, например, посмотреть. Да. И мы еще противопожарной пеной. Противопожарная пена. Противопожарная пена, каждое отверстие пропилено. Ух ты. Да. Блин, интересно. Слушай, интересно, вон еще гильза у вас одна осталась. А это Блин, мы сразу заложили на будущее, потому что тут будет коридор, и Ага. непонятно вот это вот освещение. Ага. Мы заранее уже все продумали, чтобы туда можно было кинуть хвостик для светильника. Блин, молодец. Посмотрите, как везде красиво, да, идут провода. Я сейчас увеличу. Фух. Видите, да? Эстетика. Эстетика работы. Дмитрий, давай перейдем в это помещение. Так. Вкратце расскажем. И вот этот здоровенный щит лучше мне расскажи, потому что который меня малость удивляет. Посмотрите, сколько проводов. Проводов к нему идет. Так, Что внутри? здесь у нас, получается, идет металлический короб. А вот это специально оставил, чтобы я что снял? Нет, это... О, кстати, это хозяин стоял. Это он, видимо, проверял после меня работу, правильно ли я щит повесил. Давай. По хозяйскому уровню проверим твою работу. Ну, четко же, да? Ладно, 5 тебе. Так, Всё здесь у нас будет находиться роутер, Ого. Мгм. Wi-Fi роутер, да. Это тоже вы все проводили? Это все я проводил. Ага. Да. Здесь же будет располагаться у нас сигнализатор септика, если он переполнится. Ага. Да, и вот бойлер тут тоже будет находиться. Внутри щита. Внутри щита. Блин. Ого. Это фантастика. Это как промышленный щиток. Посмотрите. Вот на это, вот эта расшифровка. Это круто, что вы делаете расшифровку, потому что Человек спрашивает, допустим, что, где находится. Он Конечно. смотрит на циферки, в соответствии с цифрами все у нас подписано. Да, мне надо вырубить, например, канализацию, раз там или что-нибудь, скважину, да, вырубил. Круто же. Блин, расскажи, как ты... Так, с автоматами мне понятно. Они подбираются, исходя из мощности, да, потребления. Все правильно. Вот это мне расскажи. И что-нибудь интересное еще покажи. Это у нас реле напряжения на каждую фазу А, Б, С. Так. Для чего оно нужно? При обрыве нуля в квартиру или в дом может приходить 380 вольт. У меня сейчас в Морово заказ такой пришел. Оборвался ноль и выгорела техника. Где ноль тут может оборваться? Где-то на подстанции. На подстанции где-то что-то да, легко. случилось, и у меня дома сгорела вся Сюда электрика. приходит 380, если у нас этой вещи тут нету, Опа. она начинает по цепочке выгорать. Блоки питания, все остальное. Вот это вот. Опа-на. Вся техника, которая подключена к розеткам. Холодильники, бойлеры, газовые котлы, электроника выгорела. Электрокотел, электроника выгорела. И сейчас Индукционная плита то же самое. Блин, тут 1100 сразу можно Да, попасть. а вот эта вещь, она спасает. Она отключается на 10 секунд. Ага. И при... Покажи, пожалуйста, лимит. Где тут установлен? Лимит у нас здесь. 260. То есть, если будет больше 265, Да. да, везде установлен 265, он вырубается, и подача тока на данные приборы уже не подается. Не подается. Круто. Пока не восстановится до нужного параметра. Блин, круто. Что есть еще интересно? Вот это синенькое, что это такое? Это у нас кросс-модуль. Здесь у нас Что идет такое? распределение фаз и нулей. Это чтобы кучу проводов не пихать под один клемник. ага. Вот эта вещь, она для этого нужна. Здесь у нас также есть молния защита. Ух ты. То есть тут находится варистор. Ага. Вот, приход, допустим, напряжения, да, высокого, оно уходит на землю и уходит, то, что вот это вот заземление, да, у нас идет, оно уходит туда. Оно не распространяется дальше. Слушай, у меня теперь вопрос. Вот посмотри, какой щиток, да? Вот сколько этой кабельной философии. Вы проекты делаете или как ты вот, Ну, как смотрите. вот все это учитываешь? У нас, Серьезно. Ну, так, для себя мы делаем вот такой простенький проект Ага. и рассчитываем мощность по потребителям, чтобы не было перегруза по кабелю. Ага. Кабель у нас всегда идет с запасом. Так. Хотя можно там
Сколько можно, кстати, на линию вешать розеток? Вопрос такой. Вопрос в зал. Сколько можно... Устанавливать розеток на линию. Откуда это? Подожди. Сколько можно розеток? В количестве розеток это не суть. Это зависит от электроприборов, от потребления электроприборов. Мне какая разница, сколько на линии будет Ну, самих видите, розеток? вы начали правильно рассчитывать. А если, допустим, так, то хоть сколько? Ну вот, Да, да, да. от То есть потребления зависит. нету такого, что, допустим, какое-то количество. Количество розеток, нет, да, от потребляемой А именно мощности. вот, когда расчет мощности производишь, Да. от этого ты начинаешь думать, сколько линий спустить на данную, ну, То есть вы заранее просто знаете, здесь у меня будет холодильник, здесь бойлер, потребляемая мощность здесь такая-то, суммируете это все, да, исходя из этого. И запас прочности обязательно. Да. Все окей. Дмитрий, давайте дальше. Ну, от щитка уже перейдем дальше. Есть что-то интересное еще здесь научное? Чего никогда еще не... Только монтаж можно посмотреть. Второй этаж. Первый этаж можно пройтись. Здесь тоже вот столько философии, розеточки. Да, это у нас газ-котел, Ага. скважина, греющий кабель. Есть какие-то особенности вот газ-котел? Нет? Ну, он должен располагаться отдельная линия обязательно. Ага. Отдельная линия. Дальше, когда уже установят газ-котел, ставится стабилизатор напряжения. Ага. И мы еще вот где-то 2-3 дома мы делали, вот эта линия у нас при отключении электричества Ага. на аккумуляторах она продолжает работать. Это для того, чтобы, допустим, зимой где-то что-то отключили, Ага. чтобы вы не остались без тепла. Блин, согласен. Вопрос по скважине. Практически у каждого из нас скважина. Какие-то особенности есть по электромонтажу скважин? По электромонтажу скважины нет, сюда просто подводится у нас отдельная линия, это для воды. Так. Для воды, для очистки, да, у Вот нас это система греющий очистки. кабель от... Греющий кабель. Да, это греющий кабель. и Соответственно, электрокабель. соответственно, для него у нас тоже есть греющий кабель. Ага. Он у нас летом, как говорится, не нужен. Мы его спокойно в щите отключили. Так. Вот. А в зимнее время, если при необходимости, мы можем включить его. Все понял. А, Дмитрий, Так, здесь у нас будет находиться лестница в дальнейшем. конечно. Две брашки. Две брашки. При подъеме у нас находится здесь переключатель. Угу. То есть здесь мы включили, спокойно поднялись по лестнице, чтобы не бегать вниз, выключать Конечно. этот свет. Он у нас будет выключаться наверху. Ага. Вот. Называется проходной. Проходной переключатель. Мгм. Так, это у нас зал. Зал это у нас ТВ-зона. Розетка. Коаксиальный кабель, который у нас выходит на тарелку. Ага. И на всякий случай мы везде заложили UTP провод. Это мало ли что будет использоваться от интернета. OTP. То есть подводка оттуда, да, идет? Оттуда идет, все правильно. Уже все прогнали. Да. А это Здесь у нас будет располагаться видеонаблюдение. Это у нас 4 камеры, 4 провода, да. И еще один провод, он опять же идет у нас на роутер. Это чтобы можно было с телефона смотреть хозяину. Ага. Удаленно. Если он где-то в отпуске находится, еще что-то. Блин, как масштабно здесь все происходит. Да, все коробки у нас опаяны. И термоусадка клеевая. Изоленту не применяем. А сейчас выяснится на скрутке, да, все на Нет, каких-то нет, нет. соплях там. Как бы открыть я не смогу, вот тут у нас просто Ага. клеевая И не термоусадка. стоит. Да, Все, да, да. ну я вижу. Нормально все там сделано. Сейчас увеличу. Хорошо все, хорошо. Ага. Так, дальше у нас кухня. Кухня у нас насыщена вообще электрикой. Здесь отдельный мир, отдельная разводка. Давайте рассказывайте. Давайте рассказывать. Смотрите, у нас неотключаемая группа – это холодильник. Да. И я вот тоже по себе тоже живу в частном доме, да, всегда появляется морозильник. Соответственно, под нее тоже появляется розетка. Ага. Здесь будет располагаться морозильник, здесь будет находиться холодильник. Ага. Дальше у нас на фартуке будут розетки. Так. 3-4 штуки с одной и с другой стороны. Ага. Это у нас отдельная группа. Вытяжка над плитой. Угу. Сама плита. Угу. И духовой шкаф. Это тоже отдельная линия. Угу. Потому что потребитель мощный. Здесь будет находиться посудомойка. Это опять же отдельная линия. Так. Здесь будет находиться у нас ТВ-зона. И сюда также мы подвели коаксиальный кабель и UTP. Ага. И СВЧ-печь. Ага. Двухклавишный выключатель.
Здесь будут находиться треки. Что это такое? Трековое освещение, это у нас идет шинопровод, на нем устанавливаются светильники и регулируешь как хочешь. Блин, Вот. И подсветка здесь. блин, круто. Расскажи про сечение кабелей. Сечение кабелей, то есть на розетке, как я говорил, у нас идет 3 на 2,5. Угу. На электроплиту это у нас идет кабель 3 на 6. Ага. Ну и отдельная линия, это у нас вот духовка тоже 3 на 2,5. Посудомойка. Вот. И группа розеток, она тоже у нас идет на отдельной линии. Чтобы не было перегруза по кабелю. Класс. Класс, класс. Давай еще пробежимся по второму этажу, что есть. Тут, скорее всего, будут 3 комнаты, либо спальня. Это спальня, Так. спальня и еще одна спальня. Санузел. Санузел. Здесь у нас будет располагаться душ-кабинка. Ага. Рядом находится, опять же, полотенцесушильник. Ага. Здесь будет находиться раковина. Рядом с ней розетка. Блин, все учли, молодцы. Да. И ну, свет, как без него. Блин, как все аккуратненько. У нас, кстати, тоже все под карандашик, если что. Да? Давай посмотрим. Он чертит тоже, как провода должны идти. Молодец. Блин, классно, когда находятся крутые специалисты. Все, Дмитрий, давай дальше по комнатам пробежимся. Так, дальше у нас выключатель. Он будет включать на чердаке свет. Ага. Также там у нас туда завели розеточку. Так. На всякий случай. Ага. Непонятно, что там будет. В общем, да, розетка у нас здесь. Так, что у нас тут еще? Здесь у нас, в общем, включили свет, но он будет включаться от датчика движения. Ух ты. Угу. Это вечернее время, чтобы не бегать. То есть человек вышел, свет включился. Ну да, я иду с просони, там да, еще что-то искать и там эти выключатели. Ну круто. Не нужно выключатель, выключаем, и все, как бы свет обестачивается. Ага. Да, еще комнату посмотрю. Которые, по сути, все зеркальные же, да? Они все одинаковые почти, Они да. все одинаковые. То есть по розеткам, Ага. по телевидению. И везде двухклавишный выключатель. Основной свет и дополнительный. Все, Дмитрий, ничего больше не рассказывай, все понятно. И еще один момент. Это у нас детская. В детской компьютерный стол будет располагаться. Соответственно, под нее вот подвели тоже интернет и розеточка. Чтобы человек спокойно мог заниматься. Блин, классно, что все учли. Дорогие друзья, надеюсь, вам видео было полезно, потому что мы очень детально рассказали об электрике вот данного дома. Да в целом, все дома делаются вот по такому принципу. Теперь понимаем, на что обращать внимание. И люди некоторые как бы не понимают. Я всегда подскажу, расскажу. Потому что как бы не один дом сделал. Слушай, вопрос. Допустим, я соглашаюсь работать, мне надо сделать. У меня коробка, мне надо сделать электромонтажные работы. Как идет сам процесс работы? То есть, по звонку вы приезжаете на стройку, вы ходите по объекту, правильно, осматриваете объем работы. Либо вот у меня был случай, меня приглашали на дом. Ага. Мы сидели 5 часов, разговаривали, да? 5 часов разговаривали. Каждую комнату детально прям. На дом куда? На дом в квартиру или на дом? На дом в квартиру приглашали. Ага. Да-да-да. В общем, мы сидели вот 5 часов и обсуждали все моменты, все нюансы. После этого я еще раз съезжу на объект. Сам визуально посмотрю, что он из себя представляет. Составлю смету по работам, по всему остальному, в общем, да, и даю клиенту. Клиент думает, говорит, если да, то мы начинаем процесс работы. Это подсчет материалов, сколько чего нужно, да. Суммы, соответственно, тоже выставляем. Человек оплачивает, начинаем. Первый этап – это в любом случае ввод в дом. Да. Если даже отделки нету, мы его заводим, да, то есть уже отделочники, которые придут, они уже спокойно могут включать свет, пользоваться розетками. Это уже будет все в доме. Не надо бегать, там, дождь на улице, снег какой-то, да. Они тянуть там, удлинитель. Удлинитель, который От еще столба. там, не дай бог, там коротнет, еще что-то сделать. Да. Уже все в доме есть. Так, хорошо. Материалы закупаете вы, меняете, если что, вы или я как заказчик? Материалы все покупаю я. Ну, могу и я, но по сути... Ну, по сути, это вам не надо. Не нужно это вам в голове это все держать. То есть, в любом случае, покупаю я. Если что-то не достает или что-то надо поменять, я спокойно иду, меняю, либо докупаю. Окей. Дорогие друзья, если вам необходимы будут услуги по электрике в частном доме, обращайтесь. Будем рады вам помочь. До встречи. Все, пока-пока.